Информационная программа «Вести Кудымкар» Велишти Ангат, студиян Ирина Батуева. Бур рыд джен таталуння тема азилыш. Кудымкарын панталысы сентябрлиш медо джалун кари школа азнгоралиса джиняннез. Кудымкарский район кошина кин незаконный агарьис карьер. Качевский район ваш обрядом панталис уджитве жалун. Колем суббота Кудымкари школа азн чулалиц медгажа праздник панталиса знанию злиш лун. Басакаш да гажаш виль портфеллезен и уджи чочком бантезен велачище стермашиса асланс родная школа. Шочищан луна кариш быд велачанин торжественная панталиса виль велачан год. В школе номер 2 города Кудымкара начинается очередной учебный год, как во всех школах России. Но для нас этот год уже будет 89-м, потому что наша школа старейшая школа в городе Кудымкаре. Несмотря на это, наша школа полна творческих идей на этот учебный год. У нас много традиционных мероприятий, в том числе есть мероприятия, которые только для нашей школы характерны, гражданско-патриотического направления. Мы надеемся, что новые педагоги, которые влились в наш дружный коллектив, проявят свое творчество, проявят свою инициативу, и нашим детям будет еще комфортнее, еще интереснее, и учебный год пройдет замечательно. Шеттин тадыммез Илона мывкадайзен, таво локтиса эше у наших первоклассник, таво Кудымкар не вечоку им доскватя. Не меду чезом приветствуйте совежалун вылын, школалын спортивный залын ыкшиса челядь и аймаммез. Эта минута обыдыныз примитесь поздравления. В этом году наши школы города примут свыше 4000 учеников, из них свыше 500 первоклассников. Все школы отремонтированы. В целом по городу на приведение в нормативное состояние было потрачено более 88 миллионов рублей. Хочу пожелать всем успешной учебы, педагогам терпения и всех с новым учебным годом, с праздником. Сентябрь ламеду джалун лоис гажа не только шондишень и не джир джориджишень да поздравлениешень. Быча мансе кериса ашнес челядь, не акаджипыр мычалиса бур концерт, йоктиса да шилиса. Есть причина улыбаться, веселиться и смеяться. Не одна, а целых три. Что не веришь, так смотри. Виль челядёкша как номера школа атава локтиса и виль велатишез. Том педагог гезас сиджа горна панталиса и оттялиса. Каникулы помащиса и они маммез да паппез. Отлан пизнескат вилиш пондаса шетты на знаниез. Мы пришли в первый класс, нам все нравится. 1 сентября это классно. Там все дарят цветы и поздравляют друг друга. Мы будем учиться хорошо. Как номера школа суббота торжественно считается первый вежалунча звонок. Джиньян началан кывщань, пондатчиса меду джауроккез и виль велачан год. Ирина Батуева, Алексей Быков. Вести Кудымкар. Величан год пондатчис не только школа эзен, но и шер величан заведение эзен. Кыч чулалиц праздничная линейка, торговля и сервис лантехникумын. Ведет СМИ корреспондент Татьяна Конюкова. Талон кариш торговля и сервис лантехникумын кылыс меду джазвонок ланши. Это вежалуна спондачи с праздничной линейкой шань, кытан поздравитиса меду джа курс вылыш студентезес. Таво техникума том мортез локтиса атик шоша унажик, но анадж эмошаша вакантное место из. На сегодняшний день в нашем техникуме обучаются около 400 студентов. Из них более 125 человек – это первые курсы. На сегодняшний день у нас еще есть вакантные места по 2 профессиям. Это профессия пекарь и профессия продавец, контролер, кассир, куда мы приглашаем выпускников 9 классов. Праздничная линейка борщань первокурсники спондачулати самеду джа классный часез. Кытан тацатиса техникум лан правило эскат. Велачан заведение лан юралыш, дженета тацатис мианес, виль велачан год было план эскат. В новом учебном году мы, конечно же, планируем большое количество мероприятий, в том числе профессиональной направленности. В этом году мы планируем провести форум хлеба, краевой форум хлеба.
Опять же, у нас участие ежегодное идет наших студентов в краевом отборочном этапе конкурса чемпионата профессионалов WorkSkills. Поэтому планов много, планы различные. Я думаю, что все будет реализовано в течение учебного года, и все у нас получится. Это акшем слоис медведчищана медоджа курс вылан велочища спонда. Талуня луншанная пондатаны профессиональной туй, когда Бориса Асланус интереса щерты. Я с детства люблю готовить, помогать маме на кухне, ходила на кружок в Радугу и участвовала в разных конкурсах, у меня всегда все получалось, и мне это нравится. Нравится готовить, нравится создавать что-то новое. Хочу получать высшее образование повара-технолога уже, чтобы работать уже не просто поваром-кондитером, а поваром. И моя цель достигнуть до шеф-повара. Талон студентезлан гажа и друг волнительный лун. Эдмукады столько помалы со школа и локти совиль место. Но нылан эма шотсашищез, старшекурсникез, когда бытпырша верма сощетны кола на совет. Пошла я в техникум торговли и сервиса на профессию продавец-контролер-кассир, потому что она более востребована в нашем мире и без нее никуда. В этом учебном году у нас предстоят экзамены, и я буду готовиться к ним, добиваться лучшего. А после техникума буду идти дальше на высшее образование. Ашиншань велочища спукша сапарты Исая, пондачас велочан кад. Татьяна Конюкова, Алексей Быков, Вести Кудымкар. Талуня лунус Россия пашта шум кыч день солидарности в борьбе с терроризмом. Кудымкарн эта дата елыш эзвоната. Эта дата с календарин артмис зев не важен. Карбесланын чулалыса трагическое событие. Ани быт год эталонса каштылыка чулата на мероприятие. Когда ушкатаны тадвыла аркмам трагедия елыш. Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В Коми-Пермяцком краеведческом музее к этому дню проводится фотоакция «Наш народ против терроризма». Все желающие могут принять участие в этой акции до 7 сентября. Велочан учреждению из эталунки же чулатаны классный часез, кытан виштащаны терроризм кат йитам события из елыш, а сиджа ушкатаны тадвыла правила из безопасность черты. Быды скинлан желанию вермас участвует на акциях, когда объявит из краеведческий музей. Условия акции просты. Нужно в группе ВКонтакте Коми-Пермяцкий краеведческий музей разместить фотографии о мероприятиях, проведенных в рамках этой акции. По итогам акции лучшие работы будут опубликованы на сайте музея suvotinpermyak.com, и все участники этой акции получат сертификаты от музея. Музейлан уджалыще скораны медбучулата мероприятие сборшань у нас же кысталыса фотографии, когда лоаса публикуйтамаш музейлан сайт былын. Татьяна Конюкова, Александр Рябков, Вести Кудымкар. Локтан крещения Юсинский район чулаласа выборез кинес анипондаса барины методом территориальной избирательной комиссии Шань. 9 сентября текущего года у нас состоятся выборы, дополнительные выборы депутата Земского собрания Юсинского муниципального района по одномандатному избирательному округу номер 2. На данные выборы зарегистрированы 5 кандидатов. Это Васькина Елена Анатольевна, Казанцев Олег Владимирович, Киселев Игорь Михайлович, Кривощеков Виктор Федорович и Савельева Татьяна Ивановна. Выборы пойдут 9 сентября. Время голосования с 8 утра до 20 часов вечера. Кудымкарский район кажалися незаконный карьер киногущащис и мы лоас очлань. Пашкырджика Дмитрий Булановлан репортажен. Жители деревни Ганина негодуют. За последние 2 недели здесь испортили единственную дорогу, которая связывала их с внешним миром. В деревне вроде бы почти не осталось людей, а КАМАЗы и экскаваторы здесь ежедневные гости. Ну, скоро они приедут. У нас тут магазина нету, магазин к нам приезжает. Ну, если что, разбили дорогу и не заедет. Как оказалось, строители привлекли месторождение ПГС. Тут, судя по всему, ударными темпами идет добыча, чуть ли не под домами людей. Приезду съемочной бригады рабочие не обрадовались. Водитель КАМАЗа тряпкой закрыл номера. Экскаватор отогнали и в спешке покинули карьер.
Часть техники так и оставили возле карьера. В деревне Ганино проживает постоянно 7 человек. На их глазах этот карьер постоянно рос, и сейчас в некоторых местах его глубина составляет аж до 7 метров. В местной администрации поясняют, что официально нет ни одного карьера на территории поселения, и здесь шла незаконная добыча. На территории Верхиневского поселения нет лицензированных карьеров. Значит, на данный момент идет незаконная добыча песчано-гравийной смеси. Напрямую можно сказать, что идет нарушение законодательства. На место незаконного карьера прибыли сотрудники полиции. Сейчас стражам порядка предстоит выяснить, кто без сопутствующих документов вел добычу. По сообщению о вывозе гравия из деревни Ганино полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Мало того, что наворовали, так еще и оставили гигантские ямы рядом с деревней, сетуют жители. Но больше их беспокоит, кто теперь будет восстанавливать разбитую дорогу. Ведь пока сухо, кое-как проехать можно, а как только пойдут дожди, до Ганино будет уже точно не добраться. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести Пермь. Ыджит коча посадын паретиса пролавер нима вежалун. Святые Божьи, святые крепкие, святые бессмертные. Каждый год в один и тот же день в деревне Большая Коча Татьяна Гладикова проводит обряд. В день фрола и лавра с молитвами ставит свечу и готовит праздничный обед. Просим благополучия, чтобы мир был во всем мире. Ну и, конечно, про здоровье не забываем. Большой престольный праздник у коми-пермяков всегда был в почете. Отмечали его с древних времен. В последние годы местные жители отмечали этот день встречей гостей, разнообразным угощением. А в этом году было решено провести и массовое гуляние, и концерт. Пролавер – древний праздник, но со временем в нем многое изменилось. Неизменно лишь название праздника. Кстати, так его называют только в округе. Коми-пермяки, у которых звук «ф» не характерен, да, то чаще всего название этого праздника, оно вот у северных коми-пермяков и в Большой Коче превратилось в такое народное название, как пролавер. Вопросы сохранения традиционной культуры звучали на круглом столе, который прошел в рамках праздника, ведь для многих жителей села веками сложившиеся традиции и обряды давно стали частью повседневной жизни. Мы сильны своими традициями и семейными устоями, и этот повод, удачный действительно повод, пригласить сюда тех, кто изучает и погружается в фольклор. Это как раз среда обитания и сохранения традиционного фольклора. Тем временем самый свежий урожай предлагают на сельскохозяйственной ярмарке. Здесь только натуральные дары как леса, так и огорода. А местный пчеловод угощает всех желающих медом. Лапти, туиса и не только. На площадке неподалеку мастера принесли на ярмарку только лучшие изделия. На выставке работ народного творчества свои изделия показали не только мастера округа, но, к примеру, гости из Ильинска привезли куклы ручной работы. На празднике собрались творческие коллективы с разных уголков Прикамья. Национальные танцы и песни звучат в течение всего дня. Некоторые большекочинцы праздник Пролавер будут отмечать в течение 2 дней. Для них престольный праздник – это повод принять гостей из соседних поселений и вместе с ними вспомнить традиционные песни и танцы своих предков. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести Пермь. Это был мианталом БДС велич панташама ашин рытнас БДС бурсатиянла аджишлтадж.